Здесь принимаются пластики, стекло, металлы, техника, текстиль, макулатура, то есть все, что может быть переработано. Вся эта история про раздельный сбор, про экологичную жизнь случилась со мной ни с того ни с сего. Я всем рассказываю, что это произошло благодаря бабушке, которая переехала в Германию, через пару-тройку лет приехала к нам в гости и спрашивала у нас, а куда деть фантик, куда выбросить, где у вас раздельный сбор. А у нас его отродясь как бы не было. Сначала от идеи экоцентра я очень активно открещивалась. Да зачем? Да у нас есть акции, у нас есть вот куча там волонтерских проектов, зачем нам центр? Но вот пару лет назад идея все больше обрастала какими-то такими возможностями, желаниями, хотелками. В середине 2019 года мы написали грант, подали его в ИФ-Роше на их конкурс к 60-летию. Выиграли первые деньги и, собственно, пустили их на открытие экоцентра. Мы пришли туда, включили свет и поняли, что это помещение вообще одна большая сплошная сложность. Не было видно пола, я думала, что сначала подумала, что там земляной пол, оказалось, что там линолеум, даже какой-то там светлый, местами светлая плитка. Там было все очень печально. Здесь мы показываем, что производится из пластика, каким образом. То есть у пластика есть маркировки, мы, соответственно, тоже все по маркировкам распределяем сразу. В дальнейшем показываем, что вот это, например, измельченные и отмытые ПЭТ-бутылки. Просто обычные ПЭТ-бутылки, из которой вы попили минералку, и вот теперь это вторсырье для производства, например, синтепона. Так, это у нас, так сказать, инсталляция, почему нужно смотреть на маркировки пластика, когда мы сортируем пластик. Нельзя сказать, например, крышечки от сметаны перерабатываются, сдаем, потому что крышечки от сметаны, они могут быть из 4 разных пластиков. Вот эти, например, 2 ПЭТ и ПВХ, они не будут перерабатываться, они не перерабатываются практически нигде в России. А вот эти крышечки нормально могут быть переработаны. Приходят мамы с детьми, чтобы ребенок видел, как нужно делать. Учатся, наверное, вместе с ребенком даже. Приходят молодые люди, потому что им не все равно. То есть всех объединяет просто, что им важны экологические проблемы. Они их видят, они не хотят их усугублять, по крайней мере, они хотят что-то с этим делать. Тогда я поняла, что надо что-то переосмысливать, надо что-то переделывать и выходить уже на более широкую аудиторию. Тогда и появилась мысль написать заявку на акселератор в Impact Hub. Придя уже с работающим каким-то образом экоцентром, мы полностью перекроили всю концепцию. У нас также осталась идея жизни в стиле 0 отходов, но к лекциям, к вот таким мастер-классам у нас добавился пункт приема, у нас добавилось экотакси. Мы сейчас планируем запускать еще репе-кафе, в котором будут ремонтироваться какие-то вещи, вышедшие из строя. Местная умелица делает вот такие вот тарелки из старых бутылок. У нее есть форма, у нее есть, значит, плоские варианты, у нее есть варианты вот как раз такие с бортиками. И у нас есть девочка, которая льет бумагу, делает нам вот такие вот открыточки. То есть это переработанная бумага, это бумага ручного литья. Здесь не использованы никакие полимерные соединители. Максимум, что может использоваться для того, чтобы бумага была более плотная, это крахмал. Мужчина попытался выразить свое мнение, дать нам совет, девочки, все хорошо, все классно, все удобно, молодцы, но парковки-то нету, что же вы такое место-то нашли? И тут же рядом стоит девушка, разбирая там какие-то свои большие сумки, большие мешки, долго копила, привезла все сегодня, поднимает голову и говорит, вообще-то я приехала из Бердска на маршрутке с вот этим совсем.
Мужчине ничего не оставалось, как замолчать.